Здравствуйте, уважаемые ребята! Тема сегодняшнего урока математики – решение задач в 2-3 действия. Настроимся на урок. Мы умные, мы дружные, мы внимательные, мы старательные, мы отлично учимся. У нас все получится. Ребята, для того, чтобы сформулировать цель сегодняшнего урока, вам необходимо записать в свою тетрадь решение данных выражений, только ответы и расположить их в порядке возрастания. Проверим себя. Получилось слово «задача». Вы молодцы. Потому что цель сегодняшнего урока – это оформление краткой записи и решение задач в 2-3 действия. Проведем небольшую разминку. Будем записывать к себе в тетрадь числа через одну клетку. Запишите число, следующее за числом 100. 399, 999, 580, 209, 429. Отступите 2 клетки вниз. Запишите число, стоящее перед числом 900, 1000, 777, 830. Давайте проверим себя. 101, 400, 1000, 581, 210, 430, 899, 999, 776, 829. Итак, ребята, дескриптор. Приготовьте цветные карандаши. Если вы не допустили ни одной ошибки, то нарисуйте на полях зеленый кружочек. Если вами была допущена 1, 2 или 3 ошибки, нарисуйте на полях желтый круг. И если вы допустили больше 3 ошибок, нарисуйте на полях красный кружочек. Теперь давайте поработаем по учебнику. Запишите в тетрадях с левой стороны номер 2А и под номером слово «задача». Откройте учебники на странице 47. Найдите данный номер. Приготовьте пальчик. Давайте прочитаем задачу все вместе. Вход в парк для детей 70 тенге, для взрослых на 30 тенге дороже. Сколько должна заплатить за вход в парк семья из 2 взрослых и 3 детей? Давайте будем анализировать. Назовите главные слова в этой задаче. Конечно же, это дети и взрослые. Сколько стоит детский билет? Верно, 70 тенге. Знаем ли мы, сколько стоит один взрослый билет? Нет, но на 30 тенге дороже. Давайте прочитаем еще раз вопрос задачи. Сколько должна заплатить за вход в парк семья из 2 взрослых и 3 детей? Общее количество обозначим фигурной скобкой. Поставьте ее простым карандашом. Приступим к решению. Ребята, если мы знаем, сколько стоит один детский билет, то сколько нам нужно заплатить за 3 таких билета? Каким действием будем пользоваться? Верно, умножением. 70 умножить на 3 равно 210. Ребята, если детский билет стоит 70, а взрослый на 30 тенге дороже, что будем делать? Конечно, складывать. 70 плюс 30 получается 100. 100 тенге стоит один взрослый билет. Далее, зная, что один взрослый билет стоит 100 тенге, сколько же нужно заплатить за 2 таких билета? Каким действием будем пользоваться? Правильно, умножением. 100 умножить на 2 получается 200. 200 тенге заплатили за взрослых людей. Теперь, ребята, осталось узнать общее количество. Если за всех детей заплатили 210, а за всех взрослых 200 тенге, как узнать, сколько всего заплатили? Каким действием? Правильно, сложением. 210 плюс 200 равно 410 тенге. Запишите ответ. 410 тенге заплатит семья за вход. Ребята, внизу экрана вы видите ссылку на канал YouTube. Пройдите по ней и отдохните вместе с веселым крабом.
Теперь давайте поработаем самостоятельно. Продолжаем работать в учебнике на странице 47. Но теперь нам нужен номер 2, подпункт Б. Запишите с левой стороны в тетради номер 2, Б. Внизу запишите слово «задача». Приготовьте указательный пальчик. Давайте прочитаем. Для посещения комнаты смеха в парке купили 2 взрослых билета по 125 тенге и 5 детских билетов по 80 тенге. Насколько больше денег потратили на покупку детских билетов, чем взрослых? Давайте анализировать. Ребята, какие главные слова в этой задаче? Правильно, билеты были детские и взрослые. Далее, ребята, что нам известно про взрослые билеты? Да, что их было 2 билета по 125 тенге. Что мы знаем о детских билетах? Верно, что купили 5 билетов по 80 тенге. Прочитаем вопрос задачи еще раз. Насколько больше денег потратили на покупку детских билетов? Задача на разностное сравнение. Нам нужна круглая стрелка. Поставьте ее простым карандашом. А вот теперь решаем самостоятельно. Дескриптор вы видите сверху экрана. Проверьте себя. Если вы верно составили и решили первое выражение, поставьте на поля 1 звезду. Верно составили и решили второе выражение, поставьте на поля 2 звезду. Верно составили и решили третье выражение, поставьте на поля 3 звезду. Если вы записали ответ, поставьте на поля 4 звезду. Максимальное количество звезд 4. Проведем математический диктант. Отступите 2 клетки вниз. Я читаю текст задачи, вы записываете к себе в тетрадь выражение и находите его значение. Слушаем внимательно. В буфете было продано 10 булочек с творогом. Это на 5 больше, чем булочек с джемом. Сколько всего булочек было продано? Обратите внимание, что задача косвенная. Запишите выражение. Задача номер 2. В автобусе едет 3 детей, что в 7 раз меньше, чем взрослых. Сколько всего пассажиров в автобусе? И снова косвенная задача. Запишите выражение. Задача номер 3. На 8 марта маме подарили 4 букета по 5 цветков в каждом, а бабушке 2 букета по 7 цветков. Сколько всего цветов подарили женщинам на 8 марта? Запишите выражение. Найдите его значение. Проверьте себя. За каждое верно составленное и решенное выражение вы получаете по 1 звезде. Молодцы, ребята! Настало время поговорить о домашнем задании. И посчитать свои звезды за урок. Итак, если на уроке вы заработали 6 или 7 звезд, то вы получаете оценку 5. Если вы получили 4 или 5 звезд, то ваша оценка 4. Если вы заработали 2 или 3 звезды, то оценка за урок 3. Ну а если вы получили только 1 звездочку или не получили звезд вообще, к сожалению, неудовлетворительно. Запишите домашнее задание, страница 46, номер 8. Дома вы будете решать самостоятельно уравнения. Для этого давайте вспомним правила. Повторяем хором за мной. Чтобы найти делимое, нужно делитель умножить на частное. Чтобы найти уменьшаемое, нужно к разности прибавить вычитаемое. Чтобы найти вычитаемое, нужно от уменьшаемого отнять разность. Ребята, вы большие молодцы. Спасибо вам всем за урок. До свидания.